Глава Башкортостана Ради Хабиров с рабочей поездкой в Бишбулякском районе республики. Расположен он на юго-западе, граничит с Оренбургской областью. Районный центр – село Бишбуляк. Находится оно в 230 километрах от Уфы и в 40 километрах от железнодорожной станции Приютово. Жители Бишбулякского района в основном заняты в сельском хозяйстве и животноводстве. В больших объемах здесь выращивают зерновые культуры, сахарную свеклу, подсолнечник. Село Бишбуляк разрастается. Чтобы избежать нехватки учебных мест, за 2 года здесь построили новую школу. В январе 2022 года ее планируют открыть. Это наш подрядчик, который выполнял работы Исачкин Семен Александрович. Ну что, с 3-й четверти откроется? Хотим. Хотите? Да. Все для этого есть. Все? Да, ЗОС получили, да? Все? Да, и все оборудование есть, да? Оборудование есть. Последнее поступает в декабре. До Нового года. Ну по вашему прогнозу, вы же, наверное, знаете, запись уже прошла. Сколько сейчас детей записалось? На сегодняшний день 188. 188. А проектную мощность 320, через сколько вы достигнете? На следующий год. Новый учебный год, да? Новый Да. учебный год, да. Мы просто, Ради Харич, еще не хотим дергать. К примеру, если у нас 10-е. ЕГЭ. Да. Ну а так, то есть, эта школа практически будет забита. Ну, тут же новый микрорайон, да? Да, новый микрорайон, молодежный микрорайон. Детей очень много здесь. Коллектив тоже сформирован. Коллектив сформирован, да. Обслуживающий персонал набран. Ждали эту школу. Территория есть, так? Территория прекрасная. Территория приведена в порядок, да? Для занятия спортом условия замечательные. Здесь резиновое покрытие, детская площадка резиновое покрытие. Вокруг футбольного поля беговая дорожка резиновое покрытие и газон. Ну мы правильно приняли в свое время стратегию, что мы школы начали строить в таких микрорайонах, которые развиваются. Баймаки вроде не в центре, мы в стороне построили, но там огромный микрорайон, и у вас тоже здесь. Дети-то есть здесь у вас? Дети есть, детей очень много. Если мы школу откроем, мы, считайте, в одну смену все школы. И все, школы да, будет здорово. Проблему второй смены снимем. Здорово. Да, Зоя Николаевна, показывай. Здравствуйте. Ну что, с праздником вас. Спасибо. Скоро хорошая школа, откроем вашу. Вы учителя, да, или? Нет, мы персонал. Персонал работаете. Да. Ну, ждете школу? Да. Ага. Ну, мы когда последнюю школу у вас здесь строили в районе? Лет 10, наверное, да? Нет? Последнюю школу... Даже больше, наверное. Детский сад мы строили, ввели в 2010 году. Детский сад, да. Чуть пораньше, последний. Лет 10. Да. Но школа замечательная получилась. Это, наверное, самая такая, и по современным. Давайте посмотрим. Посмотрим, давайте. Пройдем. Это у нас блок технологии. Здесь гардеробы для основного старшего звена. Это гардероб, да? Да, для каждого класса. Это кабинет шитья. Оборудование замечательное. Сейчас ждем еще вышивальную машину, оверлок. Условия прекрасные. Да. Специалист есть. Здорово. Здорово. В проекте девочки получат навыки, получается, да? Сейчас, знаете, такие девочки пошли. Пуговицу пришить не могут. Надо научить готовить и обслуживать себя и свою семью. Ради Фаридович, здесь не только шить, будем учить еще и готовить. Готовить здесь будем, да, кулинарный класс. Кулинарный класс. С плитами, с этими все будет. Здесь оборудование придет у нас в конце декабря. Мы от министерства получили еще дополнительное финансирование. В рамках этого, оборудование для этого кабинета также. Вообще все кабинеты, там многие есть. Там все, но в том числе и здесь. Пройдемте дальше. У нас здесь не только для девочек, но и для мальчиков есть. Чтобы и молоток умели держать, и ножовку умели держать. Мы же в детстве все через это прошли. Поступили замечательные станки. Да. Просто изумительные. И такая Заказали мы набор инструментов столярных, слесарных. Все это будет. Оборудовали мобильным классом, так что информационные технологии будут. Здорово. Поступит интерактивная доска, проектор. Все это в декабре, в конце декабря. Пройдемте в кабинет химии, биологии. Смонтировано
вентиляционная система, водопровод, канализация. Также мобильный класс поставлен. Заказали лабораторное оборудование, химреактивы, цифровые лаборатории для проведения опытов. Все это будет у нас в наличии. Ну, такой зал, Ради Фаритович, как в РДК. В районе, да. Не в каждом сельском клубе увидишь такой зал. Насколько как здесь. здесь? 200. 200, да. Но здесь еще одежда сцены. Одежда сцены вот как раз тоже в это доп. Оборудование включили. Жалюзи, музыкальное, световое оборудование тоже заказано, тоже будет. Все это. Котельные индивидуальные, здесь газовые, то есть все запущено. Тепло мы уже можем регулировать подачу тепла. Как бы. Это спортивный зал. Температурный режим. Ага. Замечательный спортзал. Спортзал один здесь? Да? Один спортзал, да, один. Да, полноценный, большой спортзал. Оборудование получили, лыжи заказали также для занятий. Какие секции сможете здесь давать? Так, у нас здесь волейбол, баскетбол, легкая атлетика и борьба. И борьба тоже. Борьба будет, да. Я думаю, и районные соревнования Да, тоже районные здесь можем соревнования. проводить. Конечно, Приходить на базу школы. конечно. Хороший такой. Хороший зал получился. Здорово. После спортзала можно привести душевая? себя в порядок, да. Душевая и раздевалки. Мальчиковые? Это для мальчиков, отдельно для девочек. Да. Душевые, туалет и для маломобильных. Но вот надо теперь, чтобы спортзал работал там, ну, до вечера, там, чтобы это... Потому что вы говорите, второй смены не будет, но так после обеда она пусть Школа работает. полного дня Да, будет. да, Да. да. Это компьютерный класс. Ух ты. Да. Интернет подведен. Все. Можно изучать, осваивать. Вот сегодня можем. Хоть сегодня можем начать, да. В рамках того, что я говорю, у нас район многонациональный, да. У нас вот есть кабинеты чувашского языка. Чувашский кабинет, да. И вот гордость наша. Ради Фаридович, сегодня день башкирского языка, 14 число, да. И я вам хочу показать кабинет башкирского Башкирского языка. Вы посмотрите, какой красавец получился. Это у нас лингофонный кабинет. Кабинет башкирского языка. Вот педагог сюда приходит у нас со знанием не только башкирского языка, но и арабского и турецкого. Здорово. Столовая небывалых размеров для нас. Здесь вот специально Да, и для малышей есть. да, для малышей, для взрослых. Сушилки для рук. У нас 160 мест посадка. Замечательно. 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 Да. Пройдемте через линию раздачи. Оборудование посмотрим. Оборудование соответствует требованиям Санпина. Здесь все, и мойки, и шкафы, и духовые, вытяжка, все работает, все подключили, все есть. Мясорубки, хлеборезки. Получили холодильное оборудование. Сейчас еще будет холодильное оборудование, поставка. Вытяжка работает. Все прекрасно. Отлично. Кабинет врача. Может приступать к работе прямо сейчас. да. Но врач Вот лицензия нужна. Врач-педиатр, да, есть, который хотел бы работать здесь, есть. А у вас школы есть еще большие, да? Вторая. Еще две школы? Первая, вторая. Здесь первая, школа, вторая школа. А во второй школе сколько детей? И там более 500, и там более 500. Просто я говорю, вот по идее, вот здесь вот стоматологию новую поставить, но тут она маленькая. А у нас еще есть кабинет. Да, мы сейчас еще посмотрим. Это процедурная такая же. Тоже оборудована. И вот прививочная. Вот его можно оборудовать. Артур Мухтович, Отзывы врачей вот смотрите, у вас же единственная стоматология детская, да? Вот мы вам выделим, дадим возможность вторую стоматологию. Но где будете ставить, здесь или во второй школе? Где вам удобно? Здесь все-таки, да? А здесь, а там нет возможности, да? Да, таких, Пометьте, пожалуйста, Забелину поручение организовать стомат-кабинет вот в этой школе. Ну, номер напишите. Давайте сделаем. На район у вас будет уже 2 тогда, получается, и так далее. А так вот я исходил из чего? Вот вам надо контролировать, что в селах особенно большие проблемы с детской стоматологией. И когда мы в школе делаем, мы хотя бы даем им возможность.
Правильно ведь? Вот, поэтому вот вторую такую давайте сделаем. А мы бы ту стоматологию разгрузили бы. Конечно, я думаю, да. Но с вас самое главное, вы найдете стоматолога детского? Найдем. Вот это самое главное. Потому что сейчас же у них лицензирование. Раньше они могли стоматолог и так. Сейчас детский стоматолог, он должен быть детским стоматологом. Вот это проблема. Но это вы должны найти. Найдем. Найдем, Радик. Радик Федорович, проект федеральный, вот построили школу, и, правда, в 15 лет, как вы говорите, не строили школу. Но вот мы добавили 19 миллионов 260 тысяч рублей на лаборатории, на оборудование для пищеблока, и получается, что без республиканского, ну, без республиканской помощи тоже не обходятся, даже такие масштабные проекты. Я всегда схожу, мы же в одной стране живем. Там, я там не вижу федеральные, республиканские. Для детей строим. И главное, чтобы они были, эти деньги. И сейчас важно другое. Вот мы сейчас обсуждали. Сейчас же президент страны принял программу ремонта старых школ. А у нас их очень много. Мы 365 заявок подали. Вот эта программа начнется со следующего года работать. 2,8 миллиарда к нам придет. Это очень большая программа. Так что я думаю, вот с поддержкой федерального правительства, с поддержкой президента мы в школах потихонечку порядок наводим. Ну и строительство новых школ. Я так смеясь говорю, вот мы получается, за 3 года построили, было 48, сейчас уже 51 детский садик. Ну, видите, как это же большие цифры. Это большие цифры, это масштабные проекты. А как эта школа вообще понравилась? Очень красивая школа. Мне строители говорили, потому что мы ждали эту школу. Хорошо, что вот получилось ее построить с толковым строителем, вот, компания «Главспецстрой». Вот, будем с ними работать дальше. Совсем скоро здесь детки будут уже? Да, все. Спасибо. Бишбулякский район многонациональный. Здесь проживают башкиры, русские, татары, мордвины, но большинство – чуваши. Даже гимн в Бишбулякском районе исполняют на 5 языках. Дом культуры в селе Сидякбаш Бишбулякского района построили в 1994 году. Там есть музей, библиотека, творческие объединения. Но само здание уже давно нужно ремонтировать. Об этом во время прямой линии в сентябре 2021 года радио Хабирову рассказала руководитель Дома культуры Инна Никифорова. Глава Башкортостана поручил разобраться в ситуации и в рабочую поездку по Бишбулякскому району Сидякбашский дом культуры включил. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые родители. Добро пожаловать на Сидякбашскую гостеприимную землю. Начальник отдела культуры Елена Павловна Арефьева. Сидякбашский сельский дом культуры 1994 года постройки, и с тех пор, конечно, он приходил в негодность, требовал По способу его, наверное, строили, да? По Хозяйство способу, да, вот строилось. видно, что вот по... Так. Пойдемте. Здравствуйте. В Доме культуры 13 коллективов художественной самодеятельности, и самое главное место, как в любом национальном населенном пункте, это этнографический уголок, который, экспонаты в этом уголке собраны у жителей деревни. Здесь в основном хозяйка Инна Владимировна, она к вам обращалась Вот на как раз прямую она к вам линию. обращалась. Амина Евгеньевна, вот идемте сюда. Я какое обещание давал? Выделить средства на ремонт. Деньги выделены, все? Да, предусмотрено. На что? Вот давайте сразу на что. Внутренние работы. А фасад? Ну, Обшивка фасада тоже заложена. с сайдингом будете или как? Или все-таки с утеплением, наверное, да? С утеплением, да, с С утеплением, да? Деньги точно хватит там? Да. Заложено 7 столько, миллионов, сколько, Ради сколько в Филиппович, заявке по смете, пришло. поэтому все заложено. 7 миллионов. На Сколько капитальный запросили? ремонт только. Без материально-технической базы. То есть у нас будет все красиво. Ну, надеемся, что... Материально-техническую базу в 2023 году мы по федеральной программе «Культура малой Родины» здесь сделаем национальный сельский клуб. Это сделайте сразу, там напишите, там пометьте сразу, там добавить денег сколько надо. На материально-техническое конечно, обеспечение. да. Ну, это будет здорово, конечно. Наверное, здесь вот так вот, наверное, сердце деревни, да? Да, это центр. Сельсовета, наверное, даже, да? Или... Нет, это деревня. Деревня, да? Да, деревня. Вот здесь люди собираются. Тут у нас вся жизнь проходит. Все культурные события, все события деревни, все сходы, все встречи. Пройдемте.
Ну да, здесь, конечно. Он вообще небольшой, вот он, да? Еще второй этаж, да. Второй этаж, да. Мы планируем его сделать еще доступным для людей с ограниченными возможностями. Сейчас все удобства на улице, а проектом предусмотрено, что Конечно, они смогут конечно. внутри. Здесь также, кроме учреждений культуры, клуба, размещается сельская библиотека. И потом это своего рода даже спортивный объект, потому что здесь, вот сейчас мы с вами пройдем, небольшой кабинет, но он все время занят. Здесь занимаются активистки здорового образа жизни. Красавицы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Занимаемся 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу, суббота главный день делим. Понятно. Я что приехал-то? У меня ваша хозяйка обращалась ко мне по прямой линии, чтобы сделать здесь ремонт. Крышу-то мы вам сделали? Спасибо. Вот договорились, что вот, надо быстро провести процедуры все, да? Да. И сделаем внешнюю облицовку и внутри порядок наведем. Туалет сделать надо. Да, внутри. Туалет внутри сделать. Запроектирован. С душевой бы, если бы еще там... Посмотрите, просто вопрос места. Условия терпимые, но нам хотелось бы лучше. Договорились. Ну ладно, мешать не будем, вы правильно. Ну, девчат, вы туда в зал тоже спускайтесь, ладно? Мы сейчас посмотрим. Напротив библиотека. Здравствуйте. Здравствуйте. Литературный ребята. центр села Сидякбаш. Здесь много литературы на родном чувашском языке и много объединений, которые собирают и детских читателей, и взрослых читателей. Лена Александровна, расскажите, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, сейчас мы изучаем чувашский фольклор. Давайте, ребята, покажем, да? Например, вот мы решили отдохнуть сейчас. Айдати, конца или портарархапурте. Айдати, акшагндадыр, акшагндадыр мадара. Растений шуплазаветники. Кашневая шутлав же болмала. Кучубать, куларать, кулювать, кувулаганы булать. Вы говорили, гранд-школа юного блогера на чувашском языке как раз. Благодаря этому проекту в социальных сетях появилось множество роликов, популяризирующих чувашский язык. Мы же там пошли по пути строительства полилингвальной гимназии. Значит, мы башкирские строили, значит, 3 их у нас уже. Татарскую открыли. В Мишкинском районе мы были, там посмотрели и на Марийскую, ну и, конечно, чувашскую полилингвальную будем строить. Вот надо понять, какую-то школу взять. Но, может быть, не ваш район, кстати, там и белебеевцы могут претендовать. Да, есть такое. Это и родина их, великого писателя Иванова, поэтому... Посмотрим, там надо определиться нам, где школа, поэтому вот это очень важно. Ладно, спасибо. А что вот видите, вот, смотрите, потолок, вот видите? Я понял. Вот приехали же, все. Следующий приезд уже, значит, будет здесь все по-другому. Здравствуйте. Здравствуйте. Руководитель хозяйства СПК имени Кирова. Это ваше, да? Вот я смотрел, ехал, да? Нива, которую вы мне вручили, в 2019 году стоит машина. Ага. А эту технику закупали в этом году? В этом году надеялись, что субсидии не получили, будем надеяться, модернизацию. Смотрите, мы же сказали, мы и в бюджете эти деньги присмотрели уже. За 2020 год мы закроем, вот до конца года. 2021 год будем в 2022 году закрывать. Значит, будем обновляться? Конечно, обновляться надо. Слушай, один трактор большой вы покупаете, и уже другая история. Конечно. Техника, импортная техника. Тем более и оператору, и механизатору. Конечно. У вас же подготовка своих механизаторов в районе есть, да? Училище. Училище есть, там это делать. С ними работаем тоже вплотную. Ладно. У них и урожайность самая лучшая в районе. Здравствуйте. Здравствуйте. Если я правильно произнесу, по-моему, Ры-Ун, да?
Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Как вообще живется-то у вас? Как? Весело. Весело живете, да? Приятно, что во главе нашей республики такой молодой, импозантный. Я уже не такой молодой, да? Папа, кроме того, хорошо, Ну, глядя, как вы... хорошо готовите. Я за вами наблюдаю в Инстаграм. Вы очень популярный блогер. Серьезно? У вас более 500 подписчиков. Я тоже в их числе, поэтому каждое утро вот просыпаюсь. Я, кстати... И вы желаете доброго утра. Да, я, кстати, знаете, новые блюда осваиваю. Да? Да, я вот за этот год научился, вот, ну, как-то пошло все, но когда время есть, я уху научился делать. Да, и уху делать. Рецепт. Рецепт, да. И сеть акбарской форели надо, ради фариты. Ну вот посмотрим вашу форель. Да, мне сказали. Обратиться от имени всех жителей нашего Сидакбаша. Сейчас клуб нам сделал красиво. Спасибо вам большое. Отремонтирует. У нас главная дорога теперь задача, чтобы артисты могли к нам приехать. А для этого у нас нет дороги. Это вот эта дорога, вот эта дорога, как мы поворачиваем к вам, где-то километра 4, вот, да? Да. 5 на километров, да? И это сильно касается нас. Мы занимаемся форелью. У нас форелевое хозяйство. И туристы приезжают. Туристы, очень много народу, очень много проблем в дороге у нас. Ну вот смотрите, я вот вам твердо обещаю, вот просто обещаю, если я сказал, вот ну, в середине мая где-то, наверное, потому что вот посмотрим по погодам, в середине мая я дам поручение Башкиравтодору, Башкиравтодор зайдет сюда, они, наверное, ну, я не знаю, зимой сложно изучать, нет, но они изучат ситуацию как, но я вам еще раз говорю, мы где-то за там, май, июнь, июль вам дорогу эту сделаем. Договорились? Уху готовить форель нужно. Вот приглашаем вас на нашу форельную ферму. А это правда, что вот 6 тысяч туристов, говорят, к вам приезжают? Это откуда? С Башкирии или кто-то? И из Оренбурга тоже заскакивает? Октябрьский, Оренбург. Очень много народу, честно. 200 метров отсюда. Ну, посмотрим. Мы, наверное, сейчас поедем. Я посмотреть хочу. То, что вот мы нуждаемся, то, что есть, мы должны развиваться. Для деревни это очень хорошо. Скажите, а в деревне ФАП есть у вас, нет? Нет. А вы как? ФАП есть, фельдшера нет. Фельдшера. Фельдшера нет. Вот. Ну, давайте так, нужна помощь моя? У нас же есть там программа сельского фельдшера. Ну, нужна она, нет? Там же мы денежку даем. Забелину тогда там квоту выделить на фельдшера. О, еще одна проблема. Потому что это, да. ФАП в нормальном состоянии? В нормальном. Кирпичное, хорошее, современное здание. Вы же в Бешбулякский сельсовет входите, так? Усадьба, получается, у вас сельсовет там, да? Ну вот вы вот... Глава. Ну вот так-то недалеко тут. Нет, недалеко. Как с коронавирусом-то? Вакцинировались? Все вакцинированы, все. Да, обязательно. Костюмы, наверное, артистам тоже надо. Наверное. Вот именно Евгения. Потому что пенсионеры все-таки и сами себе покупаем и шьем. Это плюс нам надо. А минус пенсионеры, пенсию не хочется. Я правильно. Ведь хочется и веселить народ хочется. Договорились. Вот этот у нас вопрос тоже. Коллективный. Договорились. Ради Фаритович, Да? недавно только я к вам обратилась, вы даже не верите, что у вас все сейчас... Спасибо огромное за поддержку, за поддержку нашей деревни, нашего села. И можно с коллективом сфотографироваться? А можете песню напоследок? Давайте Спасибо. пой. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. На открытие приеду. Ради Фаритович, позвольте все-таки. Не зря ремонтируем клубы, вон какие. Да нет, конечно. Вот для этих людей.
свидания, спасибо, до новых встреч. Раз пообещал Ради Хабиров предпринимателям заехать, посмотреть, как все устроено в форелевом хозяйстве, значит, он точно туда отправляется. Ну а наша маленькая съемочная группа следом. Наша форелевая ферма полностью. Это вот каскад прудов. Каскад прудов, да. Начинаем с мальков, начнем оттуда вот первых мальков, пожалуйста. Вот сам хозяин. Юрий Иванович. Здравствуйте. Митрофанов Юрий Иванович. Мы Вот вдвоем занимаемся. ваше хозяйство, да, Да, полностью? полностью наше хозяйство. Вот сейчас мы посмотрим сначала с мальков. Начнем вот сами выводим от икры. Весь процесс сами выполняем. Уже освоили, мы уже давно работаем. Сколько лет хозяйству? 13 лет хозяйству, но мы как туристически работаем 4 года. Вот они. Вот мальки вот сейчас подкормят. Форельки с этого года мы икру берем с Адлера, с Адлерского форелевого хозяйства, племенное хозяйство там. И дальше инкубируем, сами выводим. Здесь где-то около 20 тысяч штук, где-то с навеской 17-18 грамм, где-то 350 килограмм здесь. Ну, в районе там. А чем вы кормите? Это тот заводской мелких, а это самодельный корм, мы сами готовим. Сами это делаете, да? Ага. Тут мясо, рыба, много компонентов. Корм дорогой импортный, они теперь сами его изготавливают, Смотрите, покупают эти... Я знаю, что корм импортный. Ага, покупают отходы, вот когда Рыбу скотина отходы режет, вот это покупаем. режет, и сами это, как в виде комбикорма делают. А вот как вот туристы, если приезжают, как у них? Вот очень много работаем, как отдых еще у нас. Отдыхают, вот беседки имеем, мангальные зоны имеем, готовят, жарят, шашлыки, все есть. А вот я слышал, вы на туристический грант подавали? Да, ну мы не получилось у нас. Я дам поручение, вот на вас выйдут у меня с туризма. Мы придумаем вам какую-то поддержку, чтобы чуть больше развивались. У нас вот очень большая проблема, честно я говорю, очень много народу. Летом вот кто знает, тот знает. Хотим домики, вот издалека приезжают люди, домики хотим. И вот природа какая красивая маленькую. Вот бы. Обустроить надо. Да, у нас уж рыбы много у нас, как видите. Сколько человек-то работает? Вдвоем только справляемся. Если вот домики будут, дети обещали приехать. Дети и вот еще нанимать будем. Да, дети обещали приехать, помогать уже. Ради Федорович, а что вам здесь интересно на таких предприятиях? Во-первых, район сам по себе, знаете, он далеко отстоит. Тут нету крупных предприятий. Тут каждый маленький бизнес надо поддерживать. Поэтому это равноценно для них, как мы большое предприятие где-то в Уфе поддерживаем. Видите, как люди приезжают, 6 тысяч туристов. Это большая цифра. Поэтому вот придумаем какую-то программу. Спасибо.